гимн универсиады «Мы победители». Ребята, расскажите, это ведь фурор произвело. Написание вот этой песни, это действительно нам дало такой очень хороший толчок в творчестве. Мы благодаря этому гимну съездили на Олимпийские игры в Сочи. Эта песня дала нам такой старт. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Oh, this year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Дорогие друзья, это программа «Секретной татарской кухни». Сегодня мы поздравляем всех жителей республики с наступающим Новым годом. И в гостях у нас легендарная группа «Прогульщики». Спасибо, ребята, что пришли. Готовы? Готово. Мы начинаем. Ребята, очень рад вас видеть в нашей программе. Илья, Володя, спасибо, что пришли. На самом деле группа у вас большая, 4 человека же, да? Да, но готовить всё умеют правильно. только 2. Поэтому Илья, Володя у нас остались. Что за волшебную коробочку ты принес? Да, мы принесли вам подарки, Кучтанач. Это значки с логотипом нашей группы. Спасибо, здесь для всей нашей съемочной группы. Вот так. Группа «Прогульщики» основана в 2009 году. Автор и исполнитель гимна Всемирной летней универсиады 2013. Официальный участник культурной программы Зимних Олимпийских игр 2014 года. Официальный участник культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017. Победители Всероссийского фестиваля «Энергия рока». Участники вокального телевизионного проекта «Голос». Состав группы: Владимир Жирнов – гитара, Илья Захаров – вокал, Михаил Бичурин – барабаны и Руслан Нехай – звукорежиссер. Спасибо, ребят, за куштанач, но главная задача – это вкусно накормить ведущего программы, то бишь меня. Главное блюдо сегодняшнего эфира – это, конечно, токмач с овощами и с фаршем. Очень вкусно, очень сытно. Ну что ж, токмач с овощами, а второе блюдо? На десерт салат. Итак, мы начинаем готовить токмач с овощами, блюдо номер 1. Блюдо мое, поэтому я распределяю обязанности. То есть, а мы с Ильей будем помощниками, хорошо? Так, Илья, на тебе лук почистить и порезать его. Самое ответственное задание. Лук, сколько у нас луковицы? 2 потребуется? 4. А, все 4, да? Да. Вот Твоя я буду- любимая группа грибы. А, грибы. Итак, хорошо, Занимаешься шампиньончики. сегодня грибами. Тоже мы их мелко-мелко крушим, да? Ну, не очень мелко, потому что грибы, они на сковородке немножко утянутся, поэтому... То есть, Вот так хорошо. вот так вот, да? Так, я буду Отлично. резать морковку. Процесс пошел. Хорошо, ребят, давайте пару слов буквально о кухне. Илья, спрошу у тебя, как часто ты готовишь? Я обычно не готовлю дома. Этим занимается Вова, а я обычно занимаюсь уборкой. А, то есть у вас все распределено. Хорошо, любимые блюда, вот самые популярные, которые вы готовите вместе, когда собираетесь со своей группой. Ну, готовим кто что может, кто что умеет. Я, допустим, очень люблю делать яичницу в сладком перце. Это, ну-ка, поделитесь секретом. Это такая красивая штука. Ты на сковородке начинаешь жарить перец и туда... Болгарский перец. Да, болгарский. То есть как целиком или... Нет, ты вырезаешь формочку, ставишь на сковородку и туда разбиваешь яйцо. Яйцо. Да, очень красиво получается. Ребята, у вас такое замечательное взаимодействие, да? Вот чувствуется, что вы уже друзья, так скажем, со стажем. Сколько лет знакомы вот с Ильей? Мы с Ильей работаем вместе и дружим уже 4 года. Получается, и группе прогульщики 4 года. Группе прогульщики уже 8 лет. А, 8 лет? Илья у нас самый молодой, Я поэтому... сперва враждовал, да. А, Мне они не нравились. То есть Илья Мы не сначала слушал дружили. прогульщиков, говорил, что это за ребята, а потом как узнал, что они на универсиаде-то песенку записали, да, и говорит, я должен быть там. Ну, примерно так и было. Хорошо, Володь, расскажи, вот 8 лет назад, кому пришла идея создания группы и как все это зарождалось? Да, это была моя идея. Я придумал название группы, когда я учился в университете. Как раз у нас был молодой, тогда еще вообще неопытный коллектив. И я выбирал название. Было много вариантов. Я подумал, что больше всего я люблю в институте. в университетской жизни. И я понял, что я люблю прогуливать. Мне показалось, для студенческой группы на тот момент это очень такое актуальное, прикольное название. Я подумал, что оно нам подойдет. И со временем почему-то мы так и не решились его поменять. Так, и институт не закончили? Институт Университет? закончили. Университет закончили, самое главное. Закончили, да. Репертуар. Менялся ли он вот за эти 8 лет? Ну, направление, конечно, меняется. Музыка становится современнее, мы становимся тоже. Мы решили играть песни, которые нам нравятся, независимо, рок-музыка или это поп-музыка. Просто делать
хорошие и качественные свои песни. И как раз мы сейчас уже на протяжении полугода записываем альбом. Скоро, надеюсь, он будет готов. Я уже тему универсиады сегодня называл. Вот гимн универсиады «Мы победители». Ребята, расскажите, это ведь фурор произвело, и вас стали узнавать уже во всех точках России. Написание вот этой песни, это действительно нам дало такой очень хороший толчок в творчестве и в работе, потому что нас начали приглашать, нас начали действительно узнавать. У нас появились возможности для работы. Мы благодаря этому гимну съездили на Олимпийские игры в Сочи. Тоже там его играли и при президенте Российской Федерации. Эта песня дала нам такой старт в музыкальной карьере в нашей. Ну что ж, первые ингредиенты для блюда у нас готовы. Илья, можно уже закидывать лук на Но, сковородку. открой секрет, Илья, здесь должно быть что? Растительное масло. Так. Сколько масла, кстати, посмотри. Вот. Вов, Побольше, поменьше? Хватит. Хватит? Так, лучок. Сразу все ингредиенты? Давайте сначала лук Чуть-чуть, да, немножко лучок? поджарим. Володь, я бы хотел, чтобы еще немножко рассказали вот об истории группы, вот о тех временах, когда ты заканчивал университет. Кстати, какое у тебя образование? Юридическое. Я, правда, закончил музыкальную школу, но меня просто заставляли родители, за что им я огромную благодарность выражаю, потому что я плакал, кричал, хотел все время уйти, но мама попросила меня. Последние несколько лет осталось. Володя, пожалуйста, закончи. Я только потом, спустя несколько лет, понял, как это было важно все-таки в моей жизни. А ты заметь, как Илья-то не отвлекается от рабочего процесса и тихонечко начал резать томаты. Причем он правильно хоть делает? Они нам нужны? Да, конечно. Илья вообще в этом плане, он самый работоспособный у нас. Он может сесть все время с наушниками, придумывает песни, тексты, поэтому он в этом плане Кстати, о песне. молодец. Предлагаю сейчас еще одну песню исполнить для наших зрителей из вашего, так скажем, творчества. Песня называется «Никогда не сдавайся». Послушаем. Этот город не умеет спать. Сотни огней, будь немного смелей. Все вершины ты сможешь взять. Счастье, поверь, открой ему дверь. И пусть говорят, что цель трудна, и пусть говорят, но цель видна. А завтра начнется новая игра. Никогда не сдавайся в погоне за мечтой. Силы на исходе сражайся. История пишется тобой. В погоне за мечтой. В погоне за мечтой. Ребят, спасибо большое за эту красивую песню. Кстати, вот слова и музыку давайте расскажите, кто пишет? Ну, слова пишу я, обычно за музыку отвечает Вова. Да, но мы все делаем вместе с командой, то есть каждый отвечает за определенный аспект песни. Мы всегда вместе собираемся. Вот, допустим, наш ударник, он пишет драмлайн для песни. Руслан, звукорежиссер, он ее сводит и делает мастеринг. То есть каждый Я участник... сказал он... несколько слов, которые никто не понял, даже я. Ты потом, Drumline, ты потом mastering. на татарский переведешь. Группа делает песню. Вот, то есть весь коллектив участвует в создании очередного хита. А у нас сегодня кулинарный хит должен получиться. Лучок немножко поджарился, что дальше? Сейчас мы... Сразу и моркошку, И сладкий перчик, перец. да? Так, отлично, отлично. Илья, если ты подумал, что мы про тебя забыли, у меня к тебе есть вопрос. Я надеялся. Я надеюсь, хоть у тебя музыкальное образование, Илья? У меня филологическое, я закончил КФУ. Илья, расскажи, как ты отказался от ГИТИСа ради группы «Прогульщики». Вот они, вот эти вот секреты-то и надо нам раскрывать. Прошу. Да, я получил приглашение от Йолдызлык Созвездия, Ага. чтобы вступить в ГИТИС. И в то же время мне предложили ребята с ними поработать. Мне нравилась их музыка. Я подумал, что это вот хорошая возможность для меня вырасти в плане артиста. И поэтому я практически сдал все экзамены и уже сижу в деканате и так понимаю, но я же не смогу совмещать учебу и работу. Тем более учеба, она в Москве подразумевает. Да, я просто молча забираю документы, выхожу на улицу и звоню ребятам, говорю, я согласен. Руслан, давай добавим грибы. Илья, Так, сюда, да, уже?
Да, Илья, ты займись макаронами, а я дорежу пока томат. То есть тот самый токмач, да? Вот так он у нас выглядит. Очень Токмач красиво. в действии. Да, да, да. Так, сейчас, секундочку. Сколько заданий сам дал и убежал, да, заметь? Да я там уже все доделал. Я Вот, так, вот, ну вот. как будто бы не сделал. Так, Илья. кстати, секундочку буквально. Водичка скипела, мы ее, кстати, не солили. Так, чуть-чуть посолим. Да, я думаю, можно еще. Руслан, а чтобы макароны не приклеились к кастрюле, добавь, пожалуйста, немножко подсолнечного масла. Вот так, вот. Сразу видно, он действительно он Кулинар. готовил этот токмач дома. Так, чуть-чуть, Не да, один буквально раз. капельку? Да. Вот. Кстати, лучше токмач не ломать, да, чтобы он Да. так вот равномерно, красиво у нас приготовился. Конечно. Ребят, давайте вспомним молодежный международный фестиваль в Сочи, который буквально вот недавно прошел. Как вы там оказались? Ведь и не студенты, ведь вроде, и не молодежь уже. Ну, у нас вообще в России считается молодежь до 35 лет, поэтому... Слушай, даже тогда я прохожу под эту тему. Нас пригласили участвовать в делегации Татарстана и пригласили, естественно, с нашими песнями, чтобы мы сыграли на фестивале, послушали хорошие, качественные лекции от известных мировых ораторов. То есть вы не только выступали, вы и ходили на все мероприятия, да? Конечно, мы старались вообще взять от этой поездки максимум, поэтому мы еще и снимали свой видеоблог там. Можете посмотреть у нас на ютубе. Получилось очень классно, и поработали, и отдохнули, и получили очень много новых знакомств, друзей. Кстати, ребят, а вот публика-то, она же отличается, там ведь были иностранцы, которые понимают слова ваших песен. Если мы просто танцуем и думаем, просто нам весело. Я учитель английского языка, поэтому я знаю, о чем пишу. Они не просто красиво звучат. Еще и правильно. Да, со смыслом. Но на самом деле это непередаваемое ощущение, когда ты играешь именно свою песню на сцене, а перед тобой стоит 15 тысяч человек из разных государств, разных стран. Это очень здорово. Это, конечно, воодушевляет и заставляет двигаться дальше. Как говорят татары, только ауга. И я. Только вперед. Володь, посмотри, пожалуйста, вот все у нас тут обжарилось, в принципе, достаточно хорошо. Отлично. Давайте уже добавлять фарш. Сегодня мы используем свежий говяжий фарш. Все полностью, да? Я думаю, да? Давай, конечно. Мясом токмач не испортишь, да? Конечно. Блюдо, конечно, у нас сегодня очень красивое, но главное, уверен, оно будет и очень вкусное. Я надеюсь. Все подробности после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях группа «Прогульщики». Владимир Жирнов и Илья Захаров. Вот эти ребята, правда, это, конечно же, только часть этой легендарной группы, но та часть, которая умеет готовить, это для нас главное. Сегодня, да. На первое у нас токмач с овощами. Мы отварили токмач, он здесь у нас. Овощи здесь, и самое главное, это не просто овощи с фаршем говяжьим. Давайте с этим блюдом закончим. Что мы здесь? Есть Что делаем? два самых главных ингредиента. Прежде всего, да, давайте добавим Помидорчики. томаты. Да. А здесь у нас уже шампиньоны, лук, сладкий перчик, морковка и помидорчики. И еще. Обязательно нужно поперчить. Так, давайте перчик. Побольше, да, я думаю, даже. Конечно. И вот как раз мы подошли к двум секретным ингредиентам. Это бальзамический уксус. Пожалуйста, прошу. Которые и придают особый вкус этому блюду, я так понимаю, да? И второй ингредиент. самый главный напиток всех рокеров – это красное сухое вино. Добавляем. Но, естественно, только для блюда. Да-да-да. И я открою секрет, ребят, лично от меня. Мой ингредиент – это соль, который тоже забывать нельзя. Давайте посолим, да? Вы не будете против? Это главный ингредиент, он везде, кстати, подходит. Илья, расскажите нам про салат. Из чего он состоит и что нам надо Так, делать? татарский салат с говядиной. Все очень просто. Морковь, чипсы, свекла, говядина, капуста. Все очень просто. Приступайте, ребят, готовьте, я занят, вы не смотрите на меня. Хорошо, можно скоро я буду порежу свеклу? Так, я Хорошо. заберу мясо все. И, Так, капуста, я да, капусту, держи, да. держи качан капусты. Продолжаем мы рассказывать нашим зрителям о 8-летнем успешном пути группы «Прогульщики». Ребят, понятно, что вот вы были на фестивале в Сочи, да, это по приглашению, да, от делегации Татарстана, но ведь у вас еще и много гастролей, которые вы сами, наверное, организовываете, да, по России? Да, конечно. И не только, кстати. У нас есть очень классный менеджер, наш огромный помощник, это Лена Карпова. Давайте ей передадим тоже привет. Леночка, салям. Лена наш главный вообще двигатель наших гастролей. И, естественно, для каждой группы, которая выступает и работает, декабрь – это самое главное время года, когда есть Горячая возможность, да, есть возможность много выступать, есть возможность заработать денег и реализовывать их на свой альбом,
на свой клип, чем мы и займемся, конечно, после праздников. Есть у вас любимые города какие? Вот где вы уже неоднократно выступали? Мне вообще из российских городов очень импонирует Екатеринбург. Мы там бываем не так часто, но это город настолько красивый, что мне вот... Конечно, больше всех мне нравится Казань, но второй город, который я бы выбрал для себя в России, это Екатеринбург. Ребят, ответьте на мой вопрос. Какая страна лидирует в мире? Страна? Да, именно страна, которая в тренде. В тренде Россия. В тренде Россия, но все-таки лидирует Китай. И ребята, узнав об этом, устроили гастрольный тур в Китай. Вот расскажите об этом. Как пришла? Нет, сейчас я его научу, как. Прости, Илья, это твой салат. Да, вот смотри, вот. Режешь еще вот такими дольками. Почему вы решили в прошлом году собраться своей командой и поехать в Китай? Ну, понимаешь, в Китае мы чувствуем себя особенными. Мы там хорошо поладили с местным населением. Они подходили к нам фоткаться, потому что мы отличаемся от них. Да, нас очень там полюбили, и действительно наши выступления были запоминающиеся. И при этом мы получили колоссальный опыт, потому что мы ездили туда без гида, без какого-то переводчика. Нас встретил диджей, который толком не говорил на английском языке. У него была табличка с фамилией, неправильно написанной. Там какое-то исковерканное название группы, мы его кое-как с ним договорились. Нам показали нашу квартиру, нам показали клуб, где мы будем выступать. И все. И все. И 2 месяца мы так прожили. Ребят, вот в продолжении музыкальной темы, так скажем, все-таки хотелось бы еще одну композицию послушать. Что на этот раз? Отличная песня, современная. То, Да. что любят в Китае. В Китае эту песню обожают, а в Китае больше всего любят танцевать. И песня называется Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes a legend way when I turn it on. All through my city, all through my home. We fly high, no sailing when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got a good sun in my feet, got a hot blood in my body. When it drops, ooh, I can change my eyes off it, moving so phenomenally. We're gonna like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide it when you get any close. When we move, you already know. So just imagine, oh, just imagine, oh. Nothing I can see but you to dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you, keep dancing. No, I think I shouldn't do dance, dance. Let nobody leaving, so keep dancing. Can't stop the feeling, keep dancing. Can't stop the feeling, keep dancing. Руслан, смотри, нам осталось положить в основное блюдо чеснок, зелень и томатную пасту. томатная паста, она популярна у татар. Ее, кстати, добавляет в очень популярное блюдо татарское азу. И мы добавляем его сегодня в татарский такмаш. Полностью все. Мне кажется, да. Чесночок и зелень, да? И зелень. Зелень в конце. Ребят, совсем скоро наступит 2018 год. Ну, буквально вот считанные дни и часы остаются. Какие же у вас планы, ребят? Мы хотим выпустить свой альбом. Уже идет работа над песнями. Скоро они будут готовы, и мы запоем свой материал наконец-то. Ну, сколько у вас сейчас вот своих написанных песен? Сколько уже? Песен 10. 10 песен, да. Также Ни одну еще не выпустили. Все готовим, хотим довести их до совершенства. Но это, наверное, какое-то будет какое-то большое событие, наверное, какой-то концерт в Казани предполагается, да? Естественно. Пригласительное мы тебе вышлем. Кстати, в преддверии чемпионата мира, который будет также и в нашем городе, не было ли желания какую-нибудь песню-то на футбольчик записать для болельщиков? Вот не хотели мы Да, мы очень пока хотели. раскрывать, но песня такая уже есть, и мы скоро ее будем презентовать. Хотя бы пару слов. Какие там слова будут? Не пропусти. Не пропусти. Так, секретное название этого хита «Не пропусти». То есть забивать не обязательно, главное не пропустить. Ну а сейчас у нас финальный момент приготовления татарского салата с говядиной. Берем большую тарелочку красивую, на которой я с помощью 2 рук и таланта повара уже выложил капусту. И сейчас у нас идет свекла. Свекла. И где, с какой стороны мне говядину? У нас вот так, допустим, Вот да? сейчас, да, вот тут. Вот так вот. Обратите внимание, как мы крупно порезали все это. То есть салат действительно готовили мужчины. Конечно. Это подчеркивает. Так, здесь, да? Ага. Слушайте, ребят, ну... Прекрасно.
Так, Ну ребят, что еще? И делаем То вот есть так. мы прижимаем Мужской чипсики. салат. Все разрушат чипсы. Оригинально, очень оригинально. Кстати, что с майонезом? Прям вот сюда. В центр, да, мы его? Так, аккуратненько. Итак, финальный аккорд. Прошу, Илья. Вот так вот. Вот. Вот она, красота, дорогие друзья, неописуемая. Но самое главное, уверен, это еще и очень вкусно. Мы накрываем на стол и будем пробовать оба наших блюда. Токмаш с овощами и фаршем. Все овощи нарезали кубиками. На разогретом растительном масле сначала обжарили репчатый лук, добавили к нему морковь и сладкий перец, а затем поочередно грибы, мясной фарш и помидоры. Посолили, поперчили, добавили томатную пасту, бальзамический уксус и красное вино. Закрыли крышкой и довели до готовности. В завершении процесса добавили измельченный чеснок и зелень. Токмаш отварили в подсоленной воде с добавлением столовой ложки растительного масла. В большом блюде соединили с мясным соусом. Татарский салат с говядиной. Все ингредиенты нарезали крупной соломкой. Выложили, не смешивая, на блюдо, в центр которого добавили картофельные чипсы и майонез. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться, как и вы, ребят, на наш канал на Ютубе. Мы Подписался уже на наш канал. Уже подписались. подписались. Отлично, ребят. Вы не только подписались на наш канал на Ютубе, вы еще приготовили 2 блюда. Одно из них токмаш с овощами и фаршем. И чудесный татарский салат с говядиной. Итак, ребят, приятного аппетита. Это главное условие нашей программы. Спасибо. Попробовать то, что ты Тебе тоже. лично приготовил. Так, здесь главное взять и токмаш, и вот эту начиночку вкусную. Итак, приятного аппетита. Илья, так говорят татары, перфекто море. Что переводится очень-очень вкусно. Все-таки, Владимир, твои секретные ингредиенты, Сработали? да, сработали. И у нашей начинки своеобразный, непередаваемый, ни с чем несравнимый вкус, который дополняет токмаш на все 100%. Попробуйте приготовить сами. Спасибо, я очень рад, что вам понравилось. В общем, Володь, тебе 5, а Илья смотрит на салат и ждет своей оценки. Итак, пробуем татарский салат с говядиной. Вернее, мы его смешиваем, да, все подряд? То есть, вот так вот, да? Побольше, чтобы майонез было, мясо не жалея. Главное, чтобы Так. мясо было в центре. Ребят, позвольте вот эту ответственность попробовать этот уникальный салат. Возьму на себя. Барабанная дробь. Вот, все вместе. Татарский салат. Илья, я угадал секрет твоего салата. Это не только вкусные и красивые ингредиенты, это, конечно же, майонез. Большое спасибо. Такой салат невкусным не может быть, поэтому советую его также вам, приготовьте своим гостям, будет и красиво, и вкусно. Ну что ж, ребят, на этом наше кулинарное шоу подходит к концу. Вам еще раз большое спасибо за песни, за вкусные блюда и за эмоции, которые вы подарили нашим зрителям и мне. Спасибо вам, дорогие зрители. Приходите чаще на наши концерты и с наступающим вас Новым годом. Ваши прогульщики. Дорогие телезрители, Хурмат Эдуслар, еще раз вас поздравляю с наступающим Новым годом и увидимся в следующем выпуске программы «Секреты татарской кухни». Пока-пока.